Sahomi beş. Dejmoh biezer, ilerber, bohuk, hudu. Moddik amor is has bicer. Öst hilkš lardar, öst hilkš lielor. Alam lardar dič ziezš kior. En lielor. Didik hulshu. Homi beş leer mi dananoi laduarhui. Tahan leer урок. Юха хандешних лец хирю. Сегодня мы поговорим снова о глаголах. Тахан вай дуйцурду. Хандешнин. Ханшх. Циркипшх. Лец. Сегодня мы поговорим о временах глаголов и их формах. Ханш – времена, хан – время. Кэрэрхан – кэрэрхан – настоящее время. Еханхан – прошедшее время. Хиниркхан – хиниркхан – будущее время. Кэрэрчхейнэн – щикеп хыл. Цалхи карархан – простое настоящее время. Чолхи карархан – сложное составное время. Еханчхейнэн – пхикепхыл. В прошедшем времени бывает 5 форм. Хиниркхейнэн – щикепхыл. В будущем времени 2 формы. Хинцвей хаусурду. Цалхи кэрэрхан мухирю. Цинхаттер. Худиш. Что делаешь, делает. Худиш. Ву. Мужчина худиш ву. Что делаешь, если что делает мужчина? Худиш ю. Девочка, женщина. Худиш ду. Это вспомогательный глагол 4 класса. Бу – вспомогательный глагол 5 класса. Вспоминаем. Мы это уже знаем. Худешву. Сейчас мы разберем с вами глагол дан. Д. Д. Глагол дан. Дан. Ван, ян, бан. Это неопределенная форма идти, пойти, явиться. Но в чеченском языке встречаются слова, одинаково пишутся, но значение совершенно разное. И рассмотрим глагол «да» – делать, действовать или строить. «Да». Рассмотрим примеры глагола идти, пойти. Совор. Вюд. Я иду. Совор. Вюд. Я иду в настоящем времени. Ховор. Вюд. Ты идешь.
И из вор вют он идет. В единственном числе. Во множественном числе. Вей, дор, дөлх, тро-дор, дөлх. Мы идем. Шудор, шудөлх. Вы идете. Ушбор, ушбөлх. Они идут. Вот глагол дан неопределенной формы идти, пойти. Вот посмотрите, в предложениях, значит, какую они форму приняли это слово. Совор или совюд. Совор – это когда я иду. Вот иду сейчас, я иду. Вюд – это тоже я иду, но вюд – это означает вот от нас отсюда, откуда-то он идет, куда-то. Совюд. Со школы вюд. Я пойду в школу. Вюд. Вернее, совюд, я иду в школу. Я иду в школу. Куда-то туда, в ту сторону. Вюд. Совор, когда просто вот я иду. Я по дороге иду. Или вот я сейчас совор. Со школы вор. Когда кому-то мы говорим, вот когда я туда сейчас, совор, я приду туда, со школы вор. Или соцавор. Соцавор. Когда мы домашним говорим, я иду домой. Сюда, к нам. А когда туда, вюд. Сейчас мы рассмотрим глагол «да» – делать, действовать, строить. Дэц цадо. Дэц цадо. Отец строит дом. Если дословно, это будет отец делает дом. Но мы же так не говорим. Мы говорим, чтобы это звучало красиво. Дэц цадо. Отец строит дом. Асдин родо. Я помогаю отцу. Асдин родо. Ро – это помощь. Я помогаю отцу. Нанс дхумдо. Или нанс ехумьё. Нанс дхумдо. Дхум – это еда или ехум. Мама готовит еду. Юо нан родо. Юо нан родо. Дочь помогает маме. Значит, глагол «да» – делать в настоящем времени. Посмотрите в настоящем, простом настоящем времени, простое предложение это в настоящем времени. До. Дэц цадо. Астин родо. Нэнс дхумдо. Юонан родо. Глагол дан в неопределенном форме, а в настоящем времени, когда делает что-то, значит, это будет до. Делать. Значит, я вам сказала, что в настоящем времени присутствуют две формы. Сейчас мы сложное настоящее время рассмотрим. Чолхи карархан – сложное настоящее время.
Вот чем отличается простое настоящее время от сложного? В сложном настоящем времени обязательно будет присутствовать вспомогательный глагол. Сейчас мы снова рассмотрим два глагола «дан», «ван», «ян», «бан», «идти», «пойти», «явиться» и «да», «делать», «действовать», «строить», «да». «Со и школе вюдш ву». Я иду в школу. Если в простом настоящем времени «со и школе вор» или «вюд», обратите внимание, в сложном присутствует вспомогательный глагол. «Со и школе вюдш ву». Буква «В» – это классовый показатель первого мужского класса, и мы в данном случае знаем, что речь идет о человеке мужского пола. Я иду в школу, это мальчик говорит. Я иду в школу. «Со и школе вюдш ву». «Из и школе цавуш ву». Он идет со школы домой. «Из и школер цавуш ву». Он идет со школы домой. «Ворш ву», поэтому он идет. «Тро балхар», «тро балхдюльхшту». Мы идем на работу. «Тро» – мы. «Балх» – «болх» – это работа. Идем. «Дюльхшту», «дюльхшту». Мы идем на работу. «Дед цедишву». Отец строит дом. «Дед цедишву». «Дед вуцендел дешву». «Соден родешву». «Соден родешву». Я помогаю отцу. Видите, везде присутствует вспомогательный глагол, потому что это сложное в настоящее время. Правильно будет, если мы говорим и в простом настоящем времени, и в сложном. Такие вот трудности встречаются в чеченском языке. Нэн дэгумдешью. Или же нэн егумешью. Мама готовит еду. Ю нэн годешью. Если мы в простом настоящем времени говорили «Ю онан годо», дочь помогает маме. А в сложном обязательно присутствует вспомогательный глагол. «Ю нан годешью». «Ю» значит, речь идет о девочке или женщине. Йонан годешью. Дочь помогает маме. В прошедшем времени я вам уже сказала 5 форм. Сегодня мы рассмотрим одну форму. Очевидно, прошедшее время гушиханхан.
Гуше ханхан. Очевидно, прошедшее время. Хаттер. Худеш вер. Худеш вер. Что делал? Что делала? Что делали? Что делало? Худеш вер, худеш ю, худеш ду, худеш пу. Значит, глаголы дан, дан, идти, пойти, явиться, д, дело, действовать, строить, д. Значит, в очевидно прошедшем времени сегодня я вам расскажу только об одной форме, чтобы вас не запутать, чтобы вам не было трудно понять. Со и школе вахар. Я ходил в школу. Видите, я уже ходил в школу. Со и школе вахар. Вахар. Из и школер цавиэр. Буква В присутствует в глаголе, значит, мы знаем, что речь идет о человеке мужского пола. Из и школер цавиэр. Цавиэр. Он пришел со школы домой. Тхабалх дахар. Мы ходили на работу. Тхабалх дахар. Мы ходили на работу. И рассмотрим в очевидно прошедшем времени глагол «д» – делать, действовать или строить. «Дэд» – цадешвер. Отец строил дом. «Дэд» – цадешвер. «Содейн годешвер» – я помогал отцу. Содейн годешвер, я помогал отцу. Нан дхум деш ер. Нан дхум деш ер. Нан ехум еш ер. И так можно сказать. Мама готовила еду. Йо. Нан годеш ер. Дочь помогала маме. Йо. Девочка, дочь. Нан. Маме. Го – это помощь. Годеш помогала, значит. Ё нан годеш ер. Ё нан годеш ер. Heen zwei hausordu. Geen geenen. Wij gaan dus niet dan. Да, мухерду. Сейчас мы посмотрим, как будут наши глаголы идти, пойти или делать в будущем фактическом времени. Хатар худирду. Что будет делать? Худирду. Худирду. Что будет делать? Значит, что будет делать? Со и школе гурву. Я пойду в школу. В будущем времени. Фактически. Я пойду в школу. Из и школе цайогарью. Из и школе цайогарью. Йогарью. Значит, мы уже здесь точно знаем, что мы говорим о девочке-женщине.
Она придет со школы. Йогарью она придет. Из йогарью она придет. Со школы домой. И школица. Из и школица йогарью. Во множественном числе. Дуклин терхех. Предложение иштхерью. Тхобалх гурду. Тхобалхурду. Мы пойдем на работу. Тхобалхурду. Глагол «да» делать. Мысл. Да цадирду. Отец построит дом, значит, в будущем построит цадирду. Отец нам построит дом. Отец построит дом. У нас замечательный отец, и он нам построит дом. Асден годирду. Я помогу отцу, видите, в будущем времени. Значит, отец построит дом, даст цадирду, асден годирду. Годирду. Нас да хумдирду. Нас да хумдирду. Нас я хумдирю. Мама приготовит еду. Приготовит. Да хумдирду. Дирду. Приготовит еду. Ё нан годирду. Дочь поможет маме. Дочь поможет маме. И это будет ё нан годирду. Ё нан годирду. Hens as шук эрду аж цахба бишпа бог. Значит, домашнее задание. Хандиш наш цирхаташ предложение с тетради даязи. Перепишите все в тетрадь. Үштагах амму. Выучите их наизусть, здесь их не так много. Но обязательно перепишите в тетрадь. Вы в любое время, когда затруднитесь сказать, вы посмотрите, и у вас уже в тетради будет готовый материал, и не надо нигде искать. Предложенишь, хазютуш, дуказишь. Предложенишь, хазютуш, дуказишь. Дуказ многократно значит. Читайте многократно предложение вслух. Внимательно повторяйте за мной и правильно произносите чеченские буквы и сами слова. Внимательно обращайте внимание, как я говорю, и повторяйте за мной. И новые слова, которые вам нужно выучить, знать. Еще раз повторюсь. Дан, ван, ян, бан. Идти, пойти, явиться. Неопределенная форма глагола идти. Да. Да. Дело, действовать, строить. Ду. Дом. Тину жду. Тину жду, вот в чеченском языке тину жду, это можно тоже сказать. Мой дом. Сатинуш. Мой дом. Если мы именно речь ведет об энном количестве домов, о нескольких домах, тину жду дома.
Но можно сказать тханцину. Наш дом или тханцинош. Наш дом. Это будет тоже правильно. Учите слова обязательно со вспомогательными глаголами. Вы обязательно должны и в единственном, и во множественном числе учить слова со вспомогательными глаголами. Тогда вам в дальнейшем будет легче составлять предложение и правильно вспомогательный глагол употреблять в данном предложении, смотря к какому классу относится это слово. Го. Году – это помощь. Году – это помощь. Существительное. А годан – помогать. Годан – помогать. Делать помощь, да, дословно. Годан – помогать. Правильно будет так. Годан – помогать. Дхум. Дхум – еда. Хум, я вам уже об этом говорила, в чеченском языке вообще все, и предметы, и еда, все, что нас окружает, это хум, это вещь, любой предмет, хум. Хумью – это вещь или предмет, а хумду – это явление какое-то, событие. Дагахаму выучить наизусть. Я много раз вам говорю это слово в каждом почти уроке. Дагахаму выучить наизусть. Дукказ. 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 Многократно. Хазютуш. 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 Юзня хирду, аларя. Хазютуш. Хазютуш. Вслух. Кодя ас. Вайкерл урок чек я корю. Адик юлшу. Гурдувей. Adikyo